Урок классического танца артистов театра, оперы и балета. Все они учились в Якутской балетной школе имени Аксинии и Натальи Посельских. Основатель – та, которая посвятила всю свою жизнь служению искусству балета, становлению и развитию профессионального хореографического образования республики Наталья Семеновна Посельская. Для того, чтобы воспитать хотя бы вот средний уровень, скажем, вот, ну, кордобалет же. Нас раньше учили, ты выходишь кордобалета. Это сейчас сразу на ведущие и так далее, солисты. А раньше градация была, ты зарабатываешь свою нишу. Это повседневный труд. В хореографическом училище, ну, наверное, так же, как в школах, как в других учреждениях, это ты каждый день должен прийти в зал и зажигать детей каждый день. И каждый день учить вот это, как правильно делать, тянуть ногу, правильно приседать. Каждый день не апатично, а каждый день ты как будто бы только начинаешь. Новосибирское хореографическое училище «Альма-матер» Натальи Семеновны начало-начал, где юная Наташа сделала первые шаги к делу всей своей жизни. Закружилась в одном ритме с терпсихорой. Встретились мы в авиапорту. Ну, вместе все якутяне, которые учились в Новосибирском училище, отправлялись на учебу. Ну, это сентябрь месяц где-то. Вот. И Наташа первая к нам подошла. И запомнилась она мне еще очень веселой и хохотушкой. На каникулы наша якутская группа, мы никто не уезжали. Мы оставались на каникулах почти одни. Вот, нас было мало, поэтому больше времени проводили друг с другом. И Наташа у нас была заводилой во всех наших играх. В старших классах вообще она очень хорошо играла на фортепиано, научилась хорошо фортепиано, потому что здесь она, по-моему, в музыкальной школе начинала заниматься и продвигалась в училище по этому предмету хорошо. И с листа читала, а я очень отставала, я плохо занималась, она мне помогала. Когда я училась еще в Новосибирском хореографическом училище, я много слышала о наших выпускниках, которые закончили это училище. И всегда педагоги очень отзывались о них тепло, с любовью. И поэтому, когда я попала в училище на учебу, мне было ощущение такое, что меня они приняли как вот посланцы вот этих вот выпускников, которые у них учились. Очень хорошо говорили об Алексее Попове, Наталье Посельской, Наталье Христофоровой, Светлане Савиной, ну вообще во всех выпускниках. Поэтому как бы они нам протарили дорожку. Я поступил в ту же балетную школу, что закончила Наталья Семеновна, Новосибирское балетное училище. По окончании училища в 1989 году начал работать в театре. Я помню, как Наталья Семеновна поддерживала и помогала в моей первой премьере в балете Шопениана. Проявила себя чутким, знающим нюансы и детали педагогом. Чувствовалось ее знание и любовь к классическому балету. Неуемная энергия Натальи Семеновны, жадность до знаний, родение за свое дело, за якутский балет заставляла ее постоянно учиться, самосовершенствоваться. Наука, она пришла в зрелом возрасте. Когда Наталья Семеновна попросила меня стать научным руководителем, я как-то быстро поддалась магии ее личности, хотя была очень занята. Я ее спросила, а зачем вам защита диссертации? Она ответила, это нужно не для нее лично, а для народа, республики. У артиста балета среднее образование. Они получают низкую заработную плату. И не только у нас, по всей стране. Из-за этого, после того, как они перестают выступать на сцене, они не могут работать на выборных должностях, в каких-то представительных органах. Ее цель была остепениться для открытия специализированной кафедры в Арктическом государственном институте культуры и искусства.
И она реализовала свои задачи, свою программу по подготовке артистов балета, по ее схеме, и ее мечта сбылась. Я пригласила, чтобы я вела у них режиссуру балета. И одно время я вела еще и наследие классического танца. И, конечно, то, что сейчас наши артисты все имеют не среднее образование, а высшее образование, это заслуга Натальи Семеновны. Потому что я считаю, что, в общем-то, она себе сделала памятник. Памятник в виде вот этого прекрасного здания. И, естественно, я думаю, что в первую очередь это в лице тех выпускников, которые танцуют в театре у нас и принимают участие во всех конкурсах, фестивалях и показывают себя с очень хорошей стороны. Создав кузницу кадров на родной земле, Наталья Семеновна подарила балетному искусству Якутии сильные и прочные крылья уверенному полету в прекрасное будущее. История создания хореографического училища, потом, значит, колледжа имени Аксении и Натальи Посельской, это удивительно красивое, удивительно закономерное и знаковое такое событие и история, знаковая история. Михаил Ефимович, первый президент, очень так серьезно, фундаментально поддержал создание хореографического училища и строительство этого здания хореографического училища. Но история эта красива еще тем, что дочерняя благодарность, дочерняя любовь к матери, уважение искусства первой балерины Аксении Посельской, в ней тоже вот это стало какой-то особой такой опорой, такой, особым таким силой, давала ей силу духа для того, что, потому что и строить, и создавать и такое сложнейшее учреждение для балерины, для женщины, а она это сама, почти все она сама это делала. И с моей стороны, ну, скажем так, ну, чисто чиновничья, государственная такая помощь была, а всю работу она сама сделала. Об этом невозможно было мечтать, это невозможно. Хотя вот это училище, открытие училища, это заслуга всех хореографов. Понимаете, я никого не умоляю, всех, я об этом всегда говорю, я об этом пишу, и о том, что откроется училище, это заслуга одного Николаева Михаила Ефимовича, одного его, все. А я бегала, да я заведующей-то стала случайно. Начало всегда трудное. Но у нее была цель, она верила в свои силы, что она добьется этого. И огромное желание, я думаю, ей помогли достичь, что вот сейчас мы имеем. Во-первых, мы имеем балетную труппу, состоящую из наших выпускников. Любимым делом, я думаю, кроме организаторских, чисто хозяйственных дел, у нее было любимое занятие преподавать. Она безумно любила давать уроки, много читала. Она была вообще разносторонним человеком. И все ее ученики, все ее выпуски очень яркие. И она, значит, в каждом классе у нее были звездочки. И в данное время они украшают сцену, якутскую сцену. Это Юлия Мярина, Динара Тулешова, Гасан Балаева, Царел Афанасьев. Это ее сугубо ее ученики. В моем сердце это будут самые теплые воспоминания о работе с Натальей Семеновной. Весь ее опыт педагога венчает кандидатская диссертация. Это ценный труд для всей системы хореографического образования республики. Так же, как и воплощение идеи высшего образования для артистов балета в Арктическом институте. Среди ее заслуг и содружество с выдающимся Григоровичем. Это этапные спектакли «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», позднее «Спартак». Они возвели театр и школу на небывалую до того профессиональную высоту. Кадры балетной школы Посельской формируют облик современной труппы театра и сегодня. Ее славу приумножают талантливые ученики класса педагога Натальи Семеновны.
Наталья Посельская – первый директор, художественный руководитель, муза, сердце и душа всего колледжа. Ее незримое присутствие чувствуется в каждом уголке. Сегодня продолжают дело Посельской ее коллеги и ученики, которым посчастливилось учиться и работать рядом с живой легендой. Преподавала классический танец. Она мне сразу, когда я пришла в это училище, она мне мальчиков дала. 10 мальчиков или 12 было. Ой, очень было сложно. У нее девиз был такой: ни шагу назад, только вперед. Очень такой целеустремленный был. Но у балетного хореографа всегда у нас учеба такая, ведь она очень сложная учеба с малых лет. Дети обучаются к труду, и у нас характер вырабатывается. Наталья Семеновна, конечно, она была очень сильным человеком, умным, мудрым. Потому что потом она очень много любит учиться, она любит, обучаемая очень. Она в Ленинграде 2 года ГИТИС закончила. Потом, видите, кандидатом стала. Просто бесперерывно она что-то, какие-то идеи, что-то все новое нас отправила. Видите, я в возрасте, я 50 лет поступила в Академию московской хореографии. Ну, потому что кадры были нужны профессиональные, видите. У нее какое-то интуитивное, она как-то вот далеко вперед смотрела. Как педагог-репетитор почему-то обратила на меня внимание, как на перспективную в будущем. Мы же все приходим как артисты кардебалета, всегда так. Вот. И она вот как-то увидела во мне, что вот, возможно, из нее выйдет балерина. Вот. И начала первое ПДД, готовила именно со мной Наталья Семеновна. Это ПДД из балета «Фестиваль цветов Чинзана». А партнером был Саян Алтургашев. Вот, и она вот и строго, и с любовью как-то так именно вот вытащила в солисты, можно сказать. Потом она пригласила меня, молодую артистку балета, преподавать. Помню, я с ней ездила на юбилей, 60-летний юбилей Пермского училища. Отправляла на курсы повышения квалификации в Москву, в Санкт-Петербург. Ну, видимо, как я сейчас думаю, как-то готовила, что ли. Лучшее признание работы учителя – заслуги ее учеников. Сегодня ее дети, в которых она вложила все свое мастерство, душу и сердце, блистают на самых ярких площадках. Их имена знают все, кто хоть немного интересуется балетом. Ромео и Джульетта я, кстати, танцевала премьеру. Мне посчастливилось работать с Григоровичем, с его ассистентами. Далее это был «Спартак». Да, это просто такие большие шедевры, которые идут на мировых сценах. И для нас, конечно же, это большое счастье иметь в репертуаре такие спектакли. Наталью Семеновну боялись все. У нее была такая сильная энергетика. Она так болела за свою мечту, за идею и вообще за это искусство, что она не терпела, когда было нехорошо. В России очень хорошо знают нашу балетную школу. Мы неоднократно становились лауреатами международных российских конкурсов, и это уже говорит о чем-то. Нас знают, нас уважают, и я считаю, что Наталья Семеновна сейчас могла бы быть только счастлива и понимала, что это все не зря. Она мне дала все, получается, потому что я, так скажем, ее продукт, который вот вырастила. То, что сейчас я стою, это все полностью она меня сделала. До сих пор поражаюсь ею, как можно было построить училище, да? Это надо жить с такой целью, прям гореть этой целью, чтобы построить на севере балет, да? Балетное училище построить здесь и танцевать здесь, в театре, на севере. Это, мне кажется, прям... Я даже не знаю, как сказать. Она
так скажем, даже на мой герой, на мой кумир. После выпуска, получается, да, ну, как бы мой дебют в Джульетте, ну, она всегда была рядом, все спектакли. Она всегда приходила и по возможности на каждый спектакль. И ее из зала, конечно, браво, это вообще-то ее первое браво всегда ее было. Вот, и, не знаю, даже после самого тяжелого спектакля это давало такое, знаете, второе дыхание, третье дыхание, не знаю. Я могла, допустим, ну, по себе, если судить, могла после ее браво такое ощущение, что носила еще на этот спектакль. Вот такой вот человек, ее энергетику, вот даже одним голосом она могла зарядить энергией, что ли. Только счастливая женщина может творить великие дела. Творческий и семейный союз с Христофором Сметаниным принес свои плоды. Она творила, а он решал все хозяйственные и бытовые вопросы. Кто-то сказал, один человек все не может делать. Вот вокруг меня это училище создано всеми. Вот и Софья Николаевна, и Юрий Николаевич, и Михаил Ефимович, и Александр Константинович, и правительство, и министерство. Я сижу. Все. Но если бы моего мужа не было бы, не знаю, Неужели и было бы училища не училище. было бы? Ну, тепло. Его? Это продувание всех батарей. Это чистка. Это здоровые машины. Это привоз детей, продукты туда-сюда. Это санитарно-эпидемиологическая станция. Не каждой машине разрешить вывозить хлеб, молоко и так далее, и так далее. Это посадка зелени. Это, видите, все время рушится здание, стекла вылетает. Да. Это сегодня вылетело, завтра, глядишь, уже все застеклено. Это все Христофор Афанасьевич, заслуженный работник культуры, кавалер гражданской доблести. Это он, мой муж. Михаил Ефимович Николаев награда пите. Касылында нен результатын көрдірағанды. Оны 2 жылынан. Оны Михаил Ефимович көремішті. 2 жылынан Лебединое озеро бұл театрға тұрақтақ дем бар. Успейді хатыр бұғылағыта, только кәпсәбәді тәмеға успейді қыннады ден. Но училищені қаянда тағыр тұрарам-марамын өліқпін хатына ден. Биддетен тұрарда. Оны орды күлләбіті. Балеттен баран олақ. Бидді минута секунда ұтуердері, тұра ұғынны да ұтуердері тоқтавар еді. Әпті, біреметі var. Бұрдық аттығар олараран көрелердақ мені илитінен, ити ол дариялы аты көрдірелер. Ити үддік илитінен тоғыры дивизионе де бұрды оңырар оның екен. Атаңынан бұрдық, нар ордық тоқтыр. Алла ата бүтінні тәбеті занятай. Самое главное богатство в жизни каждого человека – ее семья, дети, внуки. Каждый из членов семьи признается, что легендарная Наталья Семеновна дома была очень мягкой и доброй, играла с внуками и пекла самые вкусные оладьи. Сегодня младшая внучка Алиша и правнучка 5-летняя Натуся играют в балет. Именно в них продолжится балетная династия Посельских. Не сказать то, что она меня как-то готовила к этому делу, типа, вот, тебя ждет, ты там, не знаю, будешь сидеть на шпагатах там по 3 часа, будешь репетировать там до потери пульса, до потери памяти вообще, там, не знаю. У нас просто дело, ногу подними-ка, я помню, один раз тут в коридоре подняла ногу, она, ага, и все. И больше она вообще меня не трогала по теме балета, и просто такая, а ты просто пойдешь, и все. Был такой момент, на «Снежной королеве» мы танцевали «Цветов». Я стояла первая, вот прям, где оркестровая яма, ее закрыли, тут стою я. И тарарам-пам. Потом почему-то я захотела посмотреть на зрительный зал. И вот здесь вот она вот так вот стоит, облокачивается об оркестровую, короче. Я вообще такая, у меня такой шок случился. Я такая, Алиша, ну-ка, улыбайся, не смотри на зрительный зал, потому что на зрителей смотреть это уже как бы считается, что непрофессиональный артист. Я очень хочу сказать ей большое спасибо. Она много раз меня спасала, помогала. И вы не представляете, она относилась ко мне иной раз как к другу. Не как к сыну, вот, как к другу. И это ее, можно сказать, козырь.
Почему? Как она умудрялась, мне казалось, что она больше проводит время с семьей, уделяет. Ее хватало на всех. Мы вообще не ощущали, что она вся в работе. Ну, конечно, она с утра до вечера на работе, да, но она делала это так незаметно, да. Я еще удивлялся, что она умудрялась ужин готовить, понимаете, да, это все. Ее котлетки, до сих пор скучаю по ее котлеткам, да. Я работала вместе с ней, да, когда создавалась вообще школа. Все, конечно, перед нашими глазами все это происходило, и вот переживания, ее думы, как же все это сделать, да, ее мечты, как реализовать эту мечту. Сын наш обучился, сейчас артист балета, выполняет сольные партии, например, в «Лебедином озере» он, вторая главная роль, это роль злого гения Ротбарда. Ну и дочь сейчас, буквально мы ее тоже прямо с детства, с маленького возраста мы уже говорили, что она будет балериной. Все. Другого шанса у нее нет. И вот она растет такая, прямо фанат своего дела, как бабушка абсолютно. Младший сын у нас, Саша, он студент ФЛФ, тоже очень неординарный ребенок, очень такой в плане компьютерных дел. А сейчас мы находимся в квартире Натальи Семеновны. Тут даже обои тех времен, когда она все это заклеила, да, для нас это очень, ну, как память. Вот ее мебель, которую она сама собирала, находила шкафчик. Например, она вот нашла этот комод, потом нашла этот шкаф, да, потом мы искали второй этот шкаф. Мы все это находили и специально она собирала, потому что у нее была коллекция шикарнейших балерин «Душа танца». Это приз, это премия журнала «Балет». Наталья Семеновна первая стала обладателем приза «Душа танца» из вообще балетных якутян. Очень уникальный педагог. Сохранились даже ее тетрадки. Видимо, сверху было предначертано, что она будет открывать школу. У нее буквально таким детским почерком, очень аккуратненько расписаны все движения, все позы. Буквально не просто написаны, а описаны позы. Буквально в ученических тетрадках. Просто это было сверху послано, что эта девочка когда-то откроет школу. Да, считаю, что нужно было продолжить династию. Но продолжителей становится больше. Сестренка, дочка наша, возможно, будет. Она была очень требовательным педагогом, строгим и справедливым. Она никого не обделяла, она со всеми, вот как Аркаша говорит, да, вроде внук, а доставалось больше, да? Она боялась. Я поначалу очень боялась. Долго я не мог ее привести к себе домой. Да, это прям пытками меня только. Ну, дома она совершенно другой человек, как оказалось. Например, ну, она уже бабушка, да, она уже не директор, не педагог, да, она действительно мама, да, Андрей Николаевич, бабушка, совершенно мягкий, добрый, заботливый человек. Имя Натальи Семеновны Посельской – целый космос в истории якутского балета. С ее подачи Якутия приобрела возможность готовить балетные кадры у себя. Артисты балета получают высшее образование и полностью социально защищены. Наталья Посельская – эпоха, после которой якутский балет вышел на новый уровень. Вот третье тысячелетие мне бы хотелось сохранить человеческую душу, человечность. Вот это бы я хотела сохранить. А мы будем работать, потому что мы люди. Искусство – это человек. И без человеческого искусства невозможно жить. И мы будем развивать свое искусство. Только так.